Китайский диктатор и лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин направил марионеточного главу Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане в качестве специального посланника Китая на похороны бывшего эмира Кувейта шейха Нафа Аль-Ахмеда Аль-Джабира. Как сообщает кувейтский телеканал Аль-Джарида Ньюс, днем 18 декабря заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и марионеточного председателя Восточного Туркестана Фаме Закира и сопровождающую его китайскую делегацию, отправившуюся на похороны в качестве спецпредставителя геноцидного Си Цзиньпина, в аэропорту встретил эмир Кувейта шейх Машаль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах и министр иностранных дел Кувейта шейх Салем Абдулла Аль-Джабер Аль-Сабах. Наблюдатели говорят, что в последние годы китайский режим столкнулся с резким осуждением и эмбарго в международном сообществе из-за геноцидных преступлений, которые Пекин совершил против народа Восточного Туркестана и которые привели к упадку китайской экономики, и что цель Си Цзиньпина, отправившего своего марионеточного чиновника Фаме Закира в Кувейт в качестве своего специального представителя, состоит в том, чтобы создать впечатление, что он якобы заботится об уйгурах в исламских странах, в то время как он проводит дискриминацию и всевозможную репрессивную политику в отношении мусульман-уйгуров. По сути, Си Цзиньпин пытается обмануть арабские и исламские страны. Уйгурский ученый из Восточного Туркестана, профессор доктор Эркин Эмет, преподаватель факультета языка, истории и географии Университета Ангары, удостоен награды за заслуги перед турецкой народной культурой от Научно-исследовательского института народной культуры. Эта награда за достижения и заслуги была вручена профессору доктору Эмету на церемонии, состоявшейся в Турецком историческом обществе 16 декабря 2023 года. Также было заявлено, что эта награда была присуждена ему за вклад и заслуги в турецкой уйгурской науке, тюркологии, особенно в культуре и цивилизации, обычаях, традициях и обычаях уйгурских турок. 18 декабря, согласно информации на официальном сайте дисциплинарной инспекции и инспекционного комитета так называемого Синьцзянь-Уйгурского автономного района, член постоянного комитета Синьцзянского народного конгресса в Восточном Туркестане и бывший заместитель директора комитета по сельскому хозяйству и сельскому труду Ферхат Рози отстранен от работы по обвинению в серьезном дисциплинарном нарушении, и в отношении него начато расследование. Наблюдатели отмечают, что Китай систематически совершает геноцид, заключая миллионы людей в концентрационные лагеря и тюрьмы под различными предлогами для достижения полной китаизации Восточного Туркестана. И что даже чиновники уйгурского происхождения, которые верой и правдой работали на Китай на протяжении всей своей жизни при китайском режиме, не могут быть спасены, и что с национальными кадрами обращаются безжалостно из-за тотального профилирования этнических элементов. Бывший сотрудник Samsung был арестован по подозрению в краже технологий DRAM у Samsung и продаже их китайской компании ChineX Memory Technologies на обратном пути в Китай по наводке Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Этот инцидент выделяется как серьезное нарушение безопасности, связанное с кражей критически важных технологий DRAM у технологического гиганта Samsung. Двое подозреваемых, Ким и Банг, были задержаны прокуратурой в начале прошлой недели по обвинению в нарушении корейского закона о предотвращении и защите промышленных технологий. Прокуроры утверждают, что утечка технологии AMD от Samsung стоит почти $2 миллиарда. Китай и Россия договорились о расширении экономического и энергетического сотрудничества. Согласно заявлению, сделанному Госсоветом КНР, встреча глав правительств Китая и России прошла под сопредседательством премьер-министра КНР Ли Чан и премьер-министра России Михаила Мишустина. По итогам встречи между двумя странами были подписаны соглашения в сферах таможенного контроля, карантина, регулирования рынка и других сферах. Вооруженные формирования в Мьянме, которые 27 октября продолжили свои действия против армейских сил, захватили пограничный пункт с Китаем. Местные жители рассказали Associated Press, что подразделения армии Национального демократического альянса Мьянмы взяли под контроль пограничный переход после того, как поддерживаемые военными ополченцы сложили оружие 18 декабря после столкновений.
Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир отметил, что Турция предлагает большие возможности для китайских брендов с точки зрения инвестиций в промышленность и сказал, Турция, как страна-член Таможенного союза, является воротами в Европейский союз для китайских брендов. Министр Каджир дал оценку ТРТ и АА своим встречам со своими китайскими коллегами, министром науки и технологий Ин Хюнькюном и министром промышленности и информационных технологий Цинь Куанлуном в Пекине.